Нового детского спектакля «Мой счастливый день», который состоится осенью. Режиссер спектакля Екатерина Гороховская из Санкт-Петербурга. Она хорошо знакома казанскому зрителю по спектаклю «Мио, мой Мио», представленному в театре в конце 2020 года. К созданию нового спектакля труппа театра приступила еще в марте, но в связи с трагическими событиями, произошедшими в городе, приняли решение перенести премьеру на осень 2021 года. Рассказать о спектакле к нам пришли заслуженный артист Республики Татарстан Лилия Низамиева и актер театра Булат Гатауллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, рада вас видеть. В чем особенность новой постановки? Особенность новой постановки в том, что был неординарный подход в работе. Дело в том, что нам сначала Катя Гороховская, режиссер спектакля, задала задание. Мы должны были вспомнить самый счастливый день своего детства. Мы погрузились в эти воспоминания, и самый счастливый день оказалось, так совпало, что этот счастливый день у всех связан с жизнью в деревне. И вот по этим самым воспоминаниям мы составляли некий рассказ, некое содержание, сюжетную линию. И вот это было очень интересно. Во-первых, это не посторонний текст, это тот самый сюжет, который нам очень близок. Это частица нас самих, это личное, да. Вот его особенность. Невероятно. Вы так рассказываете, что сейчас, вот вы сказали, что вам дали такое задание, я сижу, думаю, я себе тоже дам такое задание и попробую его исполнить. Мы знаем, что это камерный спектакль, и действие развернется на сцене малого зала и будет воссоздавать традицию такого уютного лампового домашнего театра. Для чего создается такая атмосфера? Мне кажется, чтобы именно каждый после спектакля, вот как вы сказали, у каждого должно возникнуть вот это ощущение, а какое было мое детство, а какие воспоминания были у меня, похожи ли они с нами, или они какие-то немножко другие. И вообще, когда мы погружались в детство, у каждого возникло вот это ощущение, что тебя любят просто так, за то, что ты есть. Потому что мы сейчас бежим куда-то, кому-то что-то доказываем, а в детстве этого нету, ты просто любим, ты просто любишь. И все так просто, в погоне за какими-то мелочами мы забываем именно вот про простоту. Вот после спектакля тоже должно, наверное, возникнуть такое ощущение, что захотелось бы прийти домой и вместе с родителями проиграть этот спектакль. Он такой домашний, уютный и какой-то такой честный, чистый, искренний. Чтобы каждый день был счастливым, да? Чтобы человек жил с этим ощущением. Да, именно. Абсолютное счастье. А еще я хотела бы добавить к словам Булата именно традиции. Наверное, это все как-то причиной того, что именно домашний театр нужно возрождать традиции домашнего театра, чтобы действительно, вот придя домой, родители могли смело устраивать подобные представления для своих детей. Ну, действительно, абсолютное счастье. В детстве мы ощущали это, и чувство в работе над этим спектаклем, это чувство счастья нас не покидало. То есть вернулись детские ощущения. Вот на сцене задействовано всего 4 актера. То есть, а также ваши коллеги Лейсан Махмутова и Муса Камалов. Труднее или легче играть вот в таком, скажем, маленьком составе? Мне кажется, наверное, легче. Легче, потому что должна возникнуть именно такая атмосфера доверия, а когда людей мало, это вот именно нити этого доверия, они возникают быстрее, что ли. У нас недавно была выездная репетиция, мы выезжали на природу, на воздух, и именно вот этот выдох, которого в жизни не происходит, он произошел, и мы стараемся создать на репетициях именно ту атмосферу доверия, чистоты, и она, когда нас мало, мне кажется, она возникает быстрее и легче. Наверное, да, что взаимоотношения появляются уже не между актерами, а между персонажами.
Но вот, спектакля. да, к сожалению, пришлось перенести спектакль, но за все это время, в течение лета, я думаю, вы еще больше проникнетесь всеми этими детскими, скажем так, эмоциями, переживаниями, и Алла Берса к осени станете еще счастливее. Вот, давайте еще раз пригласим наших зрителей, когда состоится, дата уже известна? Дата премьеры неизвестна, это будет где-то в конце сентября, но у нас предварительные показы 22 и 23 мая в час дня. Желающие милости просим. Но это такая традиция, мы обязательно спектакль, предпремьерные показы у нас происходят для журналистов, для прессы, для художественного совета, для детей, потому что действительно есть необходимость в том, чтобы проверить на зрителя, на первого зрителя вот, этот спектакль. Да, там, конечно, возрастной ценз есть, но, как мне кажется, по ощущениям, это от 0+. Ну что ж, спасибо вам большое, творческих вам успехов, и пусть каждый ваш день будет счастливым. Спасибо Спасибо большое.